Здравствуйте, дорогие ребята! Всем добрый день! Прочь с дороги наша лень! Не мешай учиться, не мешай трудиться! Ребята, посмотрите и подумайте. Вспомните, вы раньше встречались с этим писателем? Может, да, а может и нет, скажете вы. Но я вам помогу вспомнить. Вот, как называется этот рассказ? Да, этот рассказ называется «Просто старушка». А о чем этот рассказ? О том, что жизнь дана на лучшие дела. О том, что нужно помогать тем, кто в этом нуждается. А этот рассказ кто помнит? Помните, как друг поделился своим завтраком? Правильно, 3 товарища. А этот рассказ вы точно все помните. Здесь повествуется о том, что нужно уметь делиться своими вещами и уметь доверять одноклассникам, друзьям. Да, это рассказ «Синие листья». Ну и последняя картинка. А этот рассказ называется «Кто хозяин?». И как раз сегодня мы с этим рассказом познакомимся. А тема нашего урока – что нельзя купить. Чему бы вы хотели научиться на этом уроке? Какие цели поставим перед собой? Сегодня на уроке вспомним, как отвечать на вопросы «кого?», «что?». Будем искать ответ на вопрос «кого и что нельзя купить?». Познакомимся с 2 рассказами о дружбе и порядочности. А сейчас у нас игра «Читай, не зевай». Перед вами будут быстро появляться слова и исчезать, а вы должны постараться прочитать их. А теперь давайте проверим. Дружить, симпатия, братство, приятель, беседа, друг, единство, ладить, игра, товарищ, доверие, согласие, мир. Все эти слова наводят на мысль, это про порядочного человека говорится. Сегодня на уроке вы встретитесь с такими словами, как «впереди», «позади», «броситься» и «бросаться». А также, ребята, в начале урока я сказала, что мы будем читать 2 рассказа о дружбе и порядочности. Я думаю, что это слово вам тоже нужно знать. Порядочность – это когда человек ведет себя честно, правильно, всегда сдерживает данное обещание, делает правильные вещи. Впереди. Мальчик бежит впереди своей собаки. Позади. Мальчик бежит позади своего четвероногого друга. Броситься и бросаться означает быстро побежать куда-то. Ребята, сейчас мы с вами будем
читать рассказ. Там вам встретится необычное выражение «горячо спорили». Слово «горячо» вы все знаете. Конечно же, вы встречали слово «спорили». А что же означает выражение «горячо спорили»? Это значит, громко спорили, сильно разговаривали, и каждый хотел доказать, что он прав, и не хотел соглашаться с другим. И еще, в этом рассказе вам встретится несколько трудных и длинных слов. Давайте мы с вами прочитаем их по слогам. Первое слово – ухаживали. Ухаживали. Повторите за мной. Ухаживали. Следующее слово – выздоровел. Выздоровел. Повторите. Выздоровел. И третье слово – перевязал. Перевязал. Повторите. Перевязал. А сейчас послушайте рассказ «Кто хозяин?». Слушайте внимательно, потому что потом будем отвечать на вопросы и выполнять упражнения. Маленькую собачку звали Жук. Мальчики Коля и Ваня нашли жука на улице. У него была сломана лапа. Коля и Ваня вместе ухаживали за ним. Жук выздоровел. Каждый мальчик хотел стать хозяином собаки. Один раз ребята пошли в лес. Жук бежал впереди. Мальчики горячо спорили. «Собака моя!» – говорил Коля. «Я первый увидел жука!» «Нет, моя!» – кричал Ваня. «Я перевязал ей лапу и кормил ее!» «Моя! Моя!» – кричали оба мальчика. Вдруг из двора лесника выбежали две большие собаки. Они бросились на жука. Ваня быстро влез на дерево и крикнул товарищу: «Спасайся!» Но Коля взял палку и бросился на помощь жуку. Прибежал лесник и позвал своих собак. «Чья собака?» – спросил лесник. «Моя», – сказал Коля. Ваня молчал. А теперь вопросы по рассказу. Как же можно описать характер Коли? Он бесстрашный, смелый, решительный. Можно ли ответить на вопрос Валентины Асеевой? Кто хозяин жука? Почему? Хозяин жука, конечно же, Коля. Ведь именно он бросился помогать своей собаке. А почему же Ваня молчал? Ваня молчал из-за того, что ему было стыдно. Он не спас собаку. Рассказ учит быть заботливым и ответственным по отношению к братьям нашим меньшим. А теперь, ребята, послушайте следующие предложения и скажите, правильные они или нет. Маленькую собачку звали Тузик. Правильно? Нет, ее звали Жук. Неправильно. Поэтому я выделю это предложение красным цветом. Только Коля ухаживал за собакой. Вспоминайте. Нет, Коля и Ваня ухаживали за жуком.
Это предложение я тоже выделю красным цветом. Вдруг из двора выбежали две большие собаки. Было такое? Да, правильно. И поэтому это предложение выделим синим цветом. Прибежал пожарный и позвал своих собак. Правильно? Нет, прибежал лесник. И это предложение выделим в красный цвет. Коля бросился на помощь жуку. Было такое? Да, это предложение верное. Коля бросился на помощь жуку и доказал, кто хозяин. А теперь вы должны ответить на вопросы «Кого?», «Что?». Мальчик держит на поводке кого? Собаку. Карлсон ест что? Торт. Витя слушает кого? Дедушку. Бабушка испекла что? Пирожки. Малыш обнимает кого? Щенка. Ну а теперь мы с вами прочитаем еще одну историю и сделаем выводы. Текст называется «Как мы хотели купить собаку». Мы с папой хотели купить собаку. Мама говорила, что надо купить маленькую собаку, а я хотел большую. Как вы думаете, почему мама хотела купить маленькую собачку? Давайте еще подумаем. Читаем дальше. Мы купили большую собаку. Ее звали Пальма. Дома я хотел накормить Пальму. Она не хотела есть. 2 дня собака не пила и не ела. Мы ее вернули старому хозяину. Ответьте, пожалуйста, почему Пальма не ела и не пила? Да, правильно. Она уже привыкла к старому хозяину. Ей грустно. Она скучает по своему старому другу. Лучше приучать животных, когда они еще маленькие. И я думаю, что именно поэтому мама хотела купить маленькую собачку. Ведь дружбу не купишь. Вспомните рассказ. Вставьте вместо вопросов слова, подходящие по смыслу. Мы с кем хотели купить собаку? Мы с отцом хотели купить собаку. Кто говорил, что надо купить маленькую собачку, а я хотел большую? Мама говорила, что надо купить маленькую собачку, а я хотел большую. Мы купили кого? Собаку. Мы купили большую собаку. Ее звали Пальма. Дома я хотел накормить кого? Пальму. Она не хотела есть. 2 дня кто не пил и не ел? 2 дня собака не пила и не ела. Мы ее вернули старому кому? Хозяину. Восстановите рассказ, как мы хотели купить собаку. А теперь у вас есть время, чтобы подумать.
Давайте проверим. Мы с папой хотели купить собаку. Мы купили большую собаку. Дома я хотел накормить пальму. Она не хотела есть. 2 дня собака не пила и не ела. Мы ее вернули старому хозяину. А в следующем задании мы ответим на вопрос, кого и что нельзя купить. Смотрите, у нас появились слова: семья, счастье, собака, дружба, варенье, дом. Давайте подумаем и ответим, кого и что из этого можно купить, а что нельзя, и скажем правильно. Значит, можно купить собаку, варенье, дом, но нельзя купить счастье, семью, дружбу. Я желаю всем вам иметь верных друзей, быть счастливыми и здоровыми. Сегодня на уроке мы с вами вспомнили, как отвечать на вопросы «кого?», «что?». Нашли ответ на вопрос «кого и что нельзя купить?». Познакомились с 2 рассказами о дружбе и порядочности. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч у телеэкрана.